Нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте, сердечно вас приветствую. За последнее время много раз обсуждалась тема отношений церкви и людей интеллектуальных и творческих профессий и призваний. Часто этих людей называют интеллигенцией. Впрочем, непростым остается сам по себе вопрос, насколько правомерен этот термин, кто такие интеллигенты, что такое интеллигенция. Часто принято считать, что это люди не просто связанные с интеллектуальным трудом и творческим трудом, творческой деятельностью, но это люди с особой политической позицией. Если спросить хранителей термина «интеллигенция», относится ли к интеллигенции покойный академик Сахаров или покойный писатель Солженицын, по поводу первого будет сказано однозначно «да», по поводу второго, скорее всего, «нет». Если спросить, относится ли к интеллигенции государственный деятель, чиновник любого уровня, бизнесмен любого уровня, нам также, наверное, скажут «нет», потому что в представлении людей поколения 60-х, 70-х годов и в представлении тех, кто живет понятиями об интеллигенции, сформировавшимися в начале 20 века, интеллигент не может быть чиновником, не может быть предпринимателем, судя по всему, не может быть также и священнослужителем. Принято считать, что интеллигент – это тот, кто критикует любые сильные структуры, кто выступает против сильного государства, сильной церкви. И вот эта политизированность понятия интеллигенции, наверное, побуждает к тому, что можно считать, это понятие все больше и больше уходит в прошлое. Оно уходит вместе с теми временами, когда было оправданным противостояние государству и любым созданным этим государством структурам, потому что само государство было безбожным, потому что оно было основано на грандиозной неправде, которая, собственно, и явилась основанием того общественного уклада, который возник в 1917 году. Я не думаю, что есть моральные основания для того, чтобы все нынешнее государство считать достойным сопротивления и презрения. Да, власть делает много ошибок, да, власть не делает многое из того, что должна была бы делать. Но вот такой тотальной неправды, которая являлась бы основанием для тотального отрицания нынешнего государства, я лично не вижу, думаю, что не видит этого оправдания и большинство тех людей, которые в нашем нынешнем государстве живет. Итак, мне думается, что уходит в прошлое, в советское прошлое, идеологизированное и политизированное понятие интеллигенция. И тем не менее остаются люди умственного труда, люди творческих профессий, люди, которые склонны рассуждать о том, куда идет страна, куда идет мир, куда идет церковь, люди, которые отличаются воспитанностью, люди, которые отличаются особым нравственным чувством. Все эти люди, конечно же, должны быть в постоянном диалоге с церковью. Более того, многие из них являются частью церкви. Наша интеллигенция, то есть люди умственного труда и люди творческих профессий, люди с обостренной совестью, пришли в огромной массе в церковь в те годы, когда они не были поняты государством. Самое главное, чтобы теперь эти люди в церкви остались. Очень и очень важно, чтобы они не выталкивались церковной средой туда, где нет благодати Божией, где нет настоящей христианской жизни. Очень важно, чтобы внимание к мнениям и суждениям этих людей было для церкви постоянным. Очень важно, чтобы любой умный человек, любой совестливый человек, любой человек, заботящийся о настоящем и будущем страны, церкви, человечества, всегда имел возможность повлиять на соборный разум церкви, принять участие в формировании этого соборного разума. Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви дает для этого очень хорошую возможность. Еще недавно, совсем недавно, в нашей церкви было принято принимать основные решения на основании подготовки этих решений узким кругом лиц и обсуждения достаточно формального на тех или иных церковных собраниях. Сейчас участие в соборной дискуссии может принять практически любой человек. Через официальный сайт межсоборного присутствия, через блог межсоборного присутствия можно давать отзывы на любые документы. И это прекрасная возможность для умных и совестливых людей, которые относятся к Церкви Христовой, участвовать в ее жизни, в определении ее будущего. Большинство интеллектуально развитых и творческих людей, которые пришли в церковь в 60-е, 70-е, 80-е годы, те из них, кто остался в этом мире, остаются и в Церкви Божией. И это очень и очень радует. Отход от церкви имел место в целом ряде частных случаев. Но все-таки большинство людей
умных и творческих, которые в церковь пришли, в ней действительно остались. Многие из них стали епископами, священниками, монахами, монахинями. Многие трудятся в церковных издательствах, создают православные творческие группы, творческие фестивали, несут самые разные церковные послушания, а самое главное, свидетельствуют о Христе в своем светском творчестве, в том творчестве, которое простирается за пределы храмов и за ограды церковных дворов, в общее культурное пространство, в то пространство, в котором сегодня так важно свидетельствовать о Христе. Да, некоторые люди ушли. Я знаю человека, который в свое время был активным членом церковной общины, участвовал в богослужении активно, как чтец и певец, а сейчас защищает самые разные антихристианские силы, причем этот человек одновременно готов объявить себя последователем всех сект, только чтобы иметь юридическое основание для защиты их интересов. Бывает и такое. В чем этому причина? Я боюсь, что в том, что этот человек, как и некоторые другие, слишком сильно любили себя в церкви, а не церковь как свою спасительницу. Слишком активно шли путем возгревания собственной гордыни и отстаивания права руководить другими, даже если другие не хотели этого. Таких, увы, действительно много. Некоторые из этих людей сегодня являются резкими критиками православной церкви, иногда выступая с позиций разных маргинальных околоправославных юрисдикций, а иногда и выступая с позиций иных конфессий и религий или с позиции атеизма. Этих людей стоит только пожалеть. Более того, стоит пожалеть о том, что некоторые прислушиваются к ним и, не зная церковной жизни изнутри, пытаются критиковать ее на основании формальных представлений, связанных с тем, что у церкви якобы очень много денег, что церковь якобы не заботится о людях, что церковь якобы всегда препятствовала прогрессу страны и человечества, что она представляет из себя собрание темных, отсталых людей, которые не руководствуются соображениями разума, руководствуются неким иррациональным, темным чувством. Мне хочется верить, что количество людей с сожженной совестью, бывших христиан, тех, которые свою гордыню предпочли общению с Богом, среди критиков церкви меньшинство. И значит, нужен диалог. Не война, а диалог. Значит, нужно стараться делать все, чтобы церковная жизнь, те действительные послания, которые церковь делает обществу, те традиции, которые существуют в церкви, стали бы более ясны и понятны. Для этого, конечно, нужен диалог. И церковь максимально готова к диалогу с представителями тех интеллектуальных и творческих кругов, которые этого диалога ищут и ждут, или которые, может быть, никогда не задумывались о нем, но которым он всегда может и должен быть предложен. Впрочем, есть люди, которые сами от диалога отказываются. Есть люди, которые свои сформированные в советское, может быть, еще время представления о тупых, грязных, злых попах, которые якобы били указками школьников и ставили их на горох во время урока закона Божия, эти люди, кажется, не способны объективно взглянуть на жизнь церкви и подумать над тем, что они могут быть и неправы. Да, представления, которые закладываются в школе, а в советской школе закладывались очень вредные и ложные антицерковные представления, и уж тем более представления, которые формируются в семье, а во многих семьях сегодня принято говорить о том, что мы будем что угодно делать, только не пойдем в церковь, потому что это враждебная обскурантистская сила. Вот эти представления изживаются с большим трудом. Но для того, чтобы их изжить, для того, чтобы открыть себе глаза на то, что реально происходит в церкви, нужно хотя бы один раз попытаться вступить в диалог с верующими людьми. И значит, получить возможность по-настоящему узнать, что такое церковь. Не из советских учебников, не из рассказов папы с мамой, которые, может быть, из-за собственных грехов всю жизнь бежали от мысли о том, чтобы войти в храм, поговорить со священником, прочесть Евангелие и понять, что они неправы, и значит, нужно измениться. Не из всех этих вещей, а из реального представления о церкви как место, которое открыто каждому. Диалог между церковью и людьми творческого труда, людьми интеллектуальных профессий, бесспорно, только начинается. Ему на самом деле много десятилетий, но в советское время этот диалог был прерван именно из-за того, что тогдашняя государственная система внедряла в мозги людей неправильные представления о церкви. И, к сожалению, многие за этими представлениями пошли не потому, что боялись
репрессий со стороны советской власти, а потому что понимали, свою собственную греховную жизнь придется менять. Свои собственные ошибки, жизненные ошибки придется исправлять, если ты всерьез войдешь в соприкосновение с Евангелием, с Церковью и с Богом. Многие представления недавнего прошлого, так же, как и представления так называемого просвещения, отрицательные представления о Церкви, антирелигиозные мифы и штампы, многие люди воспринимают сегодня, достают с пыльных полок именно потому, что имеют то же самое намерение – убежать от встречи с Богом, не допустить встречи с Церковью, избежать встречи с Евангелием, потому что очень серьезно придется задуматься в случае этой встречи о том, правильно ли ты живешь, и если нет, то как измениться. Будем все-таки надеяться, что нашими усилиями, усилиями православных христиан, эта встреча у этих людей произойдет через наше благожелательное отношение к ним, через нашу добрую улыбку, через нашу помощь, через нашу открытость, через нашу способность явить миру красоту евангельского образа жизни, красоту настоящего христианства. Мы можем начать жить совершенно другой жизнью.